ақпарат құралдарының өкілдері орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңына қош келдіңіздер. Бүгін алаңымыздың құрметті қонақтары Қазақстан Республикасының энергетика министрлігінің өкілдері елімізде жылыту маусымының өтуі жайында толығырақ баяндап беретін болады. Добрый день, уважаемые журналисты. Мы рады приветствовать вас на информационной площадке службы центральных коммуникаций. Сегодня у нас на площадке представители Министерства энергетики Республики Казахстан более подробно расскажут, как проходит отопительный сезон в стране. Алаңымызға келген құрметті қонақтарымызды таныстырып өтейін. Қазақстан Республикасының энергетика вице-министрі Бақытжан Жақсалиев, Қазақстан Республикасының энергетика министрлігі атомдық және энергетикалық қадағалау мен бақылау комитетінің төрағасы Сұңғат Есімханов және Қазақстан Республикасының энергетика министрлігі электроэнергетика және көмір өнеркәсібі департаментінің директоры Бауыржан Сәрсенов. Құрметті қонақтар, алаңымызға қош келдіңіздер. Бірінші сөз кезегі Бақытжан Мұхаммедқали ұлы, өзіңізде. Добрый день. Я благодарю, что нам сегодня выделили время для общения с журналистами. Для этого общения мы придаем большое значение министерству в силу того, что вы видите, как сегодня погодные условия заставляют нас работать в напряженном режиме. Ну, собственно, это и понятно. Страна находится у нас в зоне, так сказать, резко континентального климата, центральная континентальная страна имеет такие роды испытания, и мы всегда заверяли о том, что для проведения устойчивого тепла, электроснабжения нам необходимо выполнять целый комплекс мероприятий подготовительного летнего периода для высокой организации работы нашего энергетического комплекса. Ну, энергетический комплекс – это прежде всего начало от добычи наших природных энергетических ресурсов, доставка их для источников генерации тепла и электроэнергии, снабжение наших граждан необходимым топливом для организации отопления в частном секторе, колхозах, совхозах, аулах. Вот, и, собственно, выработка электроэнергии и тепла и доставка ее по линиям электрической передачи, создание необходимых электрических режимов нагрузки, перетоков электрической энергии, как по межсистемным линиям электрической передачи, так и по линиям электрической передачи региональных сетей. Вот. Кратко я бы хотел свое выступление начать с характеристик тех рубежей, которые мы достигли в прошлом году. Они у нас, так сказать, достаточно высокие. Я бы также сказал, что за всю историю современного Казахстана это самые рекордные цифры, как по генерации электрической энергии, так и по потреблению. Так, в 2017 году мы всеми станциями выработали 102,3 миллиарда киловатт-часов электрической энергии, а потребление составило 97,6 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. В то же время отмечаю, что рекордное потребление электрической энергии, а это 104 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, у нас было лишь в 90 году прошлого столетия. Таким образом, фиксируем, что сегодняшнее потребление 97,6 в стране – это рекордный, как я уже говорил, рекордное значение, и это в лучшей степени индикативно характеризует то развитие экономики, которое на сегодняшний день имеется у нас в Казахстане. Кроме того, мы осуществляем значительный экспорт электрической энергии в сопредельные энергетические системы. При этом сохраняем значительные объемы добычи природных энергетических ресурсов. Это прежде всего уголь, уран, нефть и газ. Но в нашей электрогенерации и теплогенерации большей частью принимает участие, безусловно, угольная отрасль. И с этой угольной отрасли у нас тоже, прямо скажем, показатели последнего периода были неплохие. Это в 2017 году нами добыто 106,7 миллиона тонн, что на 8,2 миллиона тонн или 8,3% выше 2016 года. При этом энергопроизводящим предприятиям Казахстана отгружено 56,3 миллиона тонн, или на 7,1 миллиона тонн больше, чем в 2016 году. В 2016 году этот показатель составлял 49,2. Также
большое место у нас было уделено по отгрузке коммунально-бытового угля. Его отгружено для населения в 2017 году 17,5 миллиона тонн. Больше на 18, повторяю, на 18% в сравнении с 2016 годом. Нас очень часто критиковали за недолжный уровень добычи коммунально-бытового угля в конце прошлого года, но тем не менее мы всегда говорили, что он сохраняется достаточно высокий, и этот показатель в целом по прошлому году составил с ростом 18%, то есть 12,5 миллиона тонн. При этом у нас увеличился экспорт угля на 3,1 миллиона тонн больше, чем в 2016 году, и общий показатель 29,3 миллиона тонн. Это, безусловно, те задачи, которые ставило правительство перед нами. Мы провели необходимый подготовительный период организации работ по экспорту, договорились с нашими соседями в рамках Евразийской комиссии, Союза на предмет совместного использования портовых инфраструктуры для организации экспорта казахстанского угля за рубеж. И в связи с этим большие показатели у нас по добыче. Еще раз напомню, они идут с ростом 8,3% и составляют 106,7 миллиона тонн. Мы много в прошлом году уделили внимания совместно с акиматами областей, городов Алматы и Астаны по подготовке нашего электроэнергетического комплекса к работе в осенне-зимних условиях. Как вы сразу видите, у нас зима долго не входила, так сказать, в свой график, но тем не менее уже начиная с декабря начала заявлять о себе в конце декабря. И то, что мы получили сейчас сразу же после так называемых рождественских морозов, вот налицо те факты, которые есть. А именно, сегодня у нас максимальная генерация электрической энергии, мы достигли пика нагрузок, он характеризуется сегодня цифрой 14,7 гигаватт мощности, и все наши электростанции работают в надлежащем устойчивом режиме, каких-либо сбоев по генерации электрической энергии у нас не происходит. Я бы хотел по этой части сейчас дать слово моему коллеге Сунгату Исимханову, который ведет полную координацию работ по подготовке электроэнергетического комплекса к несению максимума нагрузок. Прошу вас, Сунгат, рассказать о тех работах, которые были сделаны, и деятельности нашего комплекса на текущий период. Мы благодарим за выступление господина вице-министра. И следующее слово предоставляется Сунгату Куатовичу. Пожалуйста. Рахмет, қайырлы күн, құрметті журналистер. Жаңа бақшыған Мұхаммед Қалиұлы айтқан ақпаратқа қосымша бір техникалық жағынан біраз ақпарат беруге рұқсат етіңіздер. Жалпы мына жылыту беру маусымы кестеге сәйкес штаттық режимде жүріп жатыр. Тұтынушылар жалпы жылу энергиясымен толық көлемінде қамтамасыз етіліп отыр деп айтуға болады. Жаңағы максималдық қазіргі кездегі ақпаратты бәрі вице-министр мырза айтты. Қысқаша ғана 3-4 ақпарат айтуға рұқсат етіңіздер. Бүгінгі күнгі барлық ірі электростанциялар мен қазандықтарда 3,5 миллион тоннадан астам көмір жиналған. Жалпы біздің өздеріңіз білетіндей, осы ірі электростанция мен қазандықтардың жартысы көмірмен жұмыс жасаса, жартысы газбен жұмыс жасайды. Сондықтан көмір жағынан ешқандай проблема жоқ, толық көлемде бәрі қамтамасыз етілген. Норматив бойынша 10 тәулік, 20 тәулік 2 норматив бар, электростанциялардың сол көлемде бәрі келе жатыр. Газбен қамтамасыз етілген электростанцияларға келсек, ол жағынан да жалпы газ құбырлары толық көлемде дұрыс жұмыс жасап тұр. Оңтүстік өңірлер мен батыс өңірлеріндегі осы газбен жұмыс істейтін станциялардың ешқандай шектеулері жоқ. Әрине өздеріңіз білетіндей, осы бізде станциялар кешкі кезеңде үлкен максимуммен жұмыс жасайды. Сондықтан біз Қазтрансгаз аймақ мекемесімен келісіп, жалпы кешкі кезде станцияларға тиісті көлемдегі газды беріліп отырды. Түнгі мен күндізгі көлемдері азайып, сонда бірақ бір орта тәулік норматив сол келісімдер бойынша жүргізіліп жатыр. Жалпы айтсақ тағы да бір ақпарат, осы қысқы мерзімде, осы қазіргі болып жатқан кезде бізде температуралық кестеге сәйкес жұмыста
дұрыс бір деңгейге шығып келе жатыр. Былтырға салыстырғанда 4 есе азайды осы температуралық кестені бұзушылықтар. В этой части хотел сказать, что почему у нас снизились нарушения температурного режима именно, наверное, чем в прошлом году. Как вы знаете, в прошлом году у нас основная часть этих всех нарушений пришлось на город Темиртау. У нас практически всю зиму были там остановы котлов, и поэтому были нарушения теплового режима. Но мы вот на осенней встрече здесь с вами полностью этот вопрос докладывали и рассказывали, что за прошлую зиму совместно активной работой акимата, местных исполнительных властей, совместно со всеми госорганами в этом году в Темиртау достаточно большие ремонты были проведены, поэтому вот в этот отопительный период практически там сбоев нету. Естественно, вот последние несколько суток морозы, когда и наш руководитель министерства говорил, что у нас есть озабоченность по Темиртау, это имелось в виду, что максимальные температуры там работали без резерва. Вот, но на сегодняшнее утро, например, для информации, можно сказать, из 6 котлов 5 работает, а 1 в резерве стоит. Сразу хочу ответить на те вопросы, которые вот в прессе выходили, что в некоторых квартирах в Темиртау было холодно. Наши представители совместно с акиматом города Темиртау на каждый этот случай реагировали. На каждый случай там, акиматом города создавалась комиссия. И вот в большинстве случаев там проблема в том, что именно какие-то дома, не соответствующая подготовка именно самого дома, там, и бойлерной, и подвальных систем. Поэтому этот вопрос на контроле держится. Краткая информация по, например, несчастным случаям, если сравнить, сейчас тоже у нас там в 2 раза снизились на предприятиях, потому что мы соответствующий контроль ведем. Несколько слов по задолженностям, которые мы также там и на заседании правительства последнем 26 декабря, как вы знаете, мы докладывали, что на сегодняшний день энергопредприятия имеют задолженность перед Казтрансгазом в районе около 7 миллиардов тенге. Здесь у нас традиционно это газовые крупные станции, это МАЭК Казатопром, это алматинские котельные сеть Алмата теплокоммунэнерго и у нас ЖАИХ теплоэнерго, это уральская станция. Здесь есть соответствующие графики, которые погашение этой задолженности, и поэтому ограничений этих станций нету. Здесь один нюанс, что у нас газовая система работает по предоплате, а все наши станции, естественно, как вы знаете, реализуют свою продукцию и получают оплату по факту. Поэтому в зимний период у нас всегда эти разрывы существуют, но к концу отопительного периода мы их совместно с предприятиями регулируем. По вопросу угольной задолженности там перед Богатырем около 500 миллионов, это Кукшетау и Петропавловск, но там тоже в рамках текущей задолженности, поэтому эти вопросы решаются. И в завершении кратко, у нас зима она-то есть, но уже в ближайшие 2-3 месяца она завершится, поэтому у нас уже ведется работа по подготовке к ремонтной кампании к следующему отопительному сезону, поэтому совместно с системным оператором соответствующая работа проведена. Практически уже утвержден предварительный график ремонтов на этот ремонтный период. Это, если на цифрах сказать, это 8 энергоблоков, 56 котлов и 47 турбин. Это такого капитального и расширенного текущего ремонта. Еще есть текущие ремонты, которые мы практически в этот график не включаем, они проходят постоянно. Поэтому, конечно, мы сейчас проводим анализ с акиматами, с предприятиями, те, которые недостатки сейчас выявили за эти 3 месяца, и чтобы эти работы были проведены в эту ремонтную кампанию. Мы сейчас совместно с системными операторами, с каждым акиматом отдельно, где есть проблемные вопросы, отрабатываем вариант изменения графика этих ремонтов. Сондықтан қысқы кезең жалпы жақсы өтіп жатыр деп айтуға болады. Енді мына суықтар өткеннен кейін бәрібір сол жаңа айтылғандай жөндеу жұмыстарына кірісуіміз керек. Сондықтан кесте бойынша жұмыс жалғастырылып жатыр. Рахмет. Құрметті қонақтар, көп рахмет осы баяндамаңыз үшін. Құрметті әріптестер, біз сұрақ-жауап бөліміне көшеміз. Сұрақтарыңыз болса.
Добрый день, Лаура Монтаева, Казинформ. У меня несколько вопросов. Первый вопрос. В Восточно-Казахстанской области жители жалуются, что треть угля размешана камнем. Хотелось бы, чтобы вы прокомментировали ситуацию. Второй вопрос. В Алматинской области жители жалуются, что наблюдается дефицит угля и на руки выдают не более 1 тонны. Если это правда, с чем это связано, тоже хотелось бы услышать комментарии. И третий вопрос. Мы знаем, что сейчас в Алматы, в Чимкенте, в южных регионах температура резко понизилась. Хотелось бы узнать, как обстоит дело сейчас с отоплением в этих регионах. Спасибо. Очень своевременный вопрос, как раз, что сказать, злобу дня. По ВКО я, правда, не зафиксировал. Значит, по Джамбульской области и как в целом по югу Казахстана топливообеспечение, это большей частью относится к коммунально-бытовому углю. В силу того, что, значит, наши станции, которые там сегодня стоят электрические, они устойчиво работают, имеются определенные резервы мощности. Значит, как сейчас Сумгат Куалович говорил, в целом диспетчерский график соблюдается электрический, и температурные графики в этих городах соблюдаются, однако имеет место определенные сбои по поставкам коммунально-бытового угля. Значит, по коммунально-бытовому угля к плановым показателям сегодня добывается и отправляется основными углепроизводителями на 2% выше от плана. На 2% выше плана. Кроме того, значит, большую работу проводит Казтимиржала, и, значит, необходимые вагоны есть, все есть, однако сразу мы должны сказать, что имеет место определенное затоваривание путей. Чем это вызвано? Вызвано тем, что, как вы знаете, в Российской Федерации большие каникулы были, и большое количество вагонного парка российского скопилось на казахстанских железных дорогах, и определенное затоварение есть, и тяжело есть, значит, сложность есть по подаче порожних вагонов для отгрузки углей на угледобывающие предприятия. Это прежде всего Шибаркуль в Карагандинской области, Каражра. Вот, Богатырь Восточный, это на Павлодарской области, но большей части мы, конечно, обращаем внимание вот на Шабаркуль и Каражра. Здесь есть, к сожалению, вот такая сложность, они носят временный характер, и насколько мы сейчас разговариваем с Тимиржолой и акиматами Карагандинской области, и акиматами Южно-Казахстанской области, данная ситуация сегодня стоит под контролем, она сегодня совместными действиями, значит, принимаются меры на предмет насыщения рынка южных областей коммунально-бытовым углем. Да, действительно, сейчас есть такие сложности. И поэтому, пользуясь вот этой трибуной, мы просим акиматы областей на сегодняшний день максимально усилить, значит, информирование населения по тем уровням запасам углей и тем работающим тупикам топливным, на которых сегодня наше население может безболезненно приобретать уголь. Какой это уровень там, лимитирования, квотирования в одни руки, безусловно, нам неизвестно. Это не исключая, что местные органы такие механизмы тоже вводят. И меня только сегодня перед предконференцией известили о том, что это, значит, Восточный Алматы, это город Исык, за Талгаром туда дальше Маловодное и прочее, там испытывают определенные, не испытывают, а действительно нет угля. Нет угля. И поэтому сразу могу сказать, мы проговорили с акиматом Алматинской области, мобилизована необходимая дорожная техника, в смысле грузовики, на подвоз этого угля в эти населенные пункты. Мы обращаемся ко всем акиматам организовать такую работу по местам, что касается работы, связанной, значит, с добычными предприятиями, прежде всего на тех разрезах, которые я сказал выше. Министерство держит их на контроле, и при необходимости, значит, наши специалисты, как Комитета атомно-энергетического надзора, Министерство самого, Департамента энергетики, прям буквально на местах, в ручном режиме, стараемся, значит, вывести на, так сказать, нужные графики отгрузки углей. Безусловно, это связано и с теми же увеличенными потребностями в угле, которые сопутствуют вот это понижение температуры наружного воздуха. Полагаю, совместными усилиями мы ситуацию в самое ближайшее время выровняем. Вот. Касаясь, значит, Алматинской и Шымкентской областей, сразу скажу, были ограничения по генерации тепла на Шымкентской СЭС-3, но при решении стабилизации
значит, поставок газа на данный объект, при том, что он имеет определенные задолженности перед основными поставщиками, это Казтрансгаз, Аймак. Сегодня работа данной электрической станции стабильна, и теплогенерация в Чимкенте не ограничится. И также еще хочу отметить, что по Южно-Казахстанской области с развитием тепличного овощеводства на сегодня использование угля, который буквально даже в прошлом году особо-то не использовался, большей частью приходит на обогрев вот этого тепличного хозяйства. Это значительная доля, порядка по югу Казахстана мы исчисляем до 250 тысяч тонн, уходит на этот сегмент, ну, так будем сказать, овощепроизводства. Так, ну, по Восточному Казахстану, к сожалению, я не услышал вопрос. Восточный Казахстан, если повторите, постараюсь ответить вам. У кого жители жалуются, что треть угля размешивается камнем? Спасибо. Да, такое место, значит, такие жалобы имеют место быть. И вот буквально 3 днями раньше такие же жалобы поступали не только от населения, но и таких энергетических предприятий, как Согринская, ТЭЦ, Усть-Каменогорская ТЭЦ, поставки угля с разряда Каражара. Сегодня сейчас мы разбираемся с этими вещами, но должны отметить, что это связано с нарушением горных работ. И, безусловно, мы в экстренном виде сейчас вызываем всех, значит, представителей этих угледобывающих предприятий. У нас есть определенные нормы и стандарты, по которым должен поставляться уголь, но в то же время в рамках хозяйствующих договоров самих субъектов, которые заказчики, так будем сказать, надо вести претензионно-исковую работу на предмет взыскания с этих же предприятий занижения качества продукции. А акиматы я прошу также смотреть на вопросы того, что действительно порой продает нашему конечному потребителю, это значит бытовым потребителям, угли низкого качества, а порой даже не те угли, за которые они берут деньги. Иными словами, за шибаркульский уголь выдают другие угли другого качества. А деньги, безусловно, те, которые стоят шибаркульский уголь. Это большей частью на плохо контролируемом сегменте рынка, когда на определенных так называемых пятаках скапливаются там грузовички маленькие, там 2-3 тонны, повез, уболтал на предмет того, что качество хорошее, потребитель в конечном случае получает и жалуется на то, что уголь не горит. А он по природе, может быть, и не должен гореть, потому что в нем половина породы. Это тяжело проследить, потому что у нас достаточно разветвленная сеть трейдеров, есть люди, которые на этом зарабатывают. На это надо, безусловно, пресекать. Но, к сожалению, можем четко сказать, что министерство данную ситуацию не может проконтролировать. Эту ситуацию должны контролировать наши коллеги местных исполнительных органов. Благодарим за ответ. Пожалуйста, следующий вопрос. Телеканал Алматы. Вчера на пленарном заседании Мажилиса депутат Шахир Хахазов говорил, точнее обрушился с критикой в ваше ведомство и сказал, что обеспокоен был, точнее, удорожанием электроэнергии. Вот прокомментируйте, пожалуйста. Да, вы знаете, сразу скажем, достаточно для нас неприятная такая информация вчера была. Сегодня мы еще официальных документов не получили, но был депутатский запрос, озвучил его депутат Хахазов. Как мне сказали, что, значит, к этому депутатскому запросу присоединились еще ряд депутатов. И там запрос носит определенный обвинительный характер в бездействии министерства, а порой даже и противодействие министерства в той работе, которая ведется парламентом на предмет снижения тарифов на электрическую энергию, и что министерство, что называется, дает не те обещания и не выполняет их. Я категорически с этим не могу согласиться. Более того, у нас вызывает определенное недоумение такого рода заявления в силу того, что мы с парламента, с мажилисом парламента, собственно, с депутатом Хахазовым, значит, совместно работали над законопроектом о внесении изменений и дополнению законопроекта, связанные с электроэнергетикой. И в частности, там прозвучал запрос, говорит о незамедлительной отмене
дифференцированных тарифов по зонам суток. Но здесь должен проинформировать, что 4 года назад, в 2009 году были внесены поправки в законопроект, где вводилось, тарифы по зонам суток. Иными словами, стоимость электрической энергии, вернее, тариф на электрическую энергию в разных часовых промежутках разная. И в ночной период этот тариф был значительно ниже, чем он продавался в пиковый период, в вечернее время и в дневное время, и в дневные часы. Это вводилось для того, чтобы оптимизировать графики нагрузок в энергосистеме, создать стимулы по энергосбережению, а также снизить пиковый уровень нагрузок. К сожалению, мы констатируем, должного результата это не нашло. И озвученным мною законопроектом вносился по инициативе антимонопольного нашего ведомства, это Комитет регулирования сети монополий и защиты конкуренции Министерства национальной экономики. По инициативе этого ведомства поддержано рядом ассоциаций, в том числе НПП, Атамикен, об отмене этого предельного тарифа. И вот депутат обостряет этот вопрос на предмет того, что Министерство энергетики ответственно за эти тарифы. Сразу мы скажем, что Министерство энергетики не регулирует тарифы естественных монополий, не устанавливает дифференцированные тарифы. Это выходит за компетенции министерства. Этими вопросами занимаются наши коллеги с Министерства национальной экономики. Кроме того, нас обвинили о том, что мы саботируем и игнорируем позиции депутатов парламента. Ранее был запрос 15 ноября, и на этот запрос надлежащим образом в течение 31 дней ответ еще не последовал. Мы тоже недоумеваем. Почему? Потому что, да, запрос такого рода был. И в рамках исполнения ответа на этот запрос работали наши коллеги с Министерства национальной экономики, а нам, как соисполнителям, было представлено этот запрос, и мы не больше, чем через 2 дня ответили по своим компетенциям в Министерстве экономики, но до настоящего времени, к сожалению, тот депутатский запрос от 15 ноября депутаты не получены, в чем выражается их возмущение и недоумение. Мы же со своей стороны заявляем, что это не компетенция Министерства энергетики по регулированию тарифов, дифференцированных тарифов, но в то же время объясняем и консолидируемся с нашими коллегами с Министерства национальной экономики, например, того, что диф-тариф не решает проблемы. Почему? Что такое диф-тариф? Тот, кто ночью получал дешевую электроэнергию, порой ниже даже себестоимости, все эти издержки должны были быть компенсированы за счет средств, которые должны были получены от более высоких тарифов в вечернее и дневное время. И в этом случае у нас получалось, что за определенные льготы кому-то в ночное время нагрузка вся ложилась на другую часть населения, на бизнес, на малый и средний бизнес, на такие значимые направления, как это образование, торгово-развлекательные центры, культурные центры, спортивные сооружения, то есть где все наше население, проводит свой досуг, вечерний. Кроме того, эта большая нагрузка ложилась, к примеру, в Алмате на метрополитен. Безусловно, метрополитен, неподъемные эти тарифы, удорожание стоимости проезда и, естественно, увеличение определенных дотаций на организацию пассажирского движения. То есть за то дешевое, что было ночью, должны были отплачиваться другие. Но теперь, когда выравнивается тариф, эта группа потребителей определяет недовольство. А кто с этих группы потребителей? Это можно сказать, да, это хлебопекарное производство, кондитерские производства, увеселительный бизнес, вот эти сауны, много распространенные в Казахстане, в каждом областном центре. Мы так будем говорить, и горный бизнес, мы так будем сказать, это не тот бизнес, который приносит высокий валовый национальный продукт. И более того, они идут по датируемой стоимости, это не совсем будет справедливо. И поэтому, когда депутаты поднимают вопрос на предмет отмены такого уровня тарифа, я бы хотел
все-таки сказать, что надо быть несколько справедливым. Потому что, отменяя этот тариф, я еще раз подчеркну, мы снизили тариф, снижаем тариф для тех групп, которые его по дорогой стоимости, по дорогому тарифу получали в вечернее и дневное время. Ну и, безусловно, отметить о том, что это не деятельность министерства. Министерство здесь никакой ответственности не имело. Но в то же время министерство совместно с депутатами всегда готово обсуждать любой блок вопросов. И мы даже благодарны нашим депутатам, что ряд инициатив министерства на развитие энергетического комплекса Казахстана всегда находят должную поддержку у самих депутатов. И хотелось бы, чтобы той конструктивный диалог, который у нас в министерстве и с депутатским корпусом присутствует, также и продолжался. И, конечно, хотелось бы, если возникает такое непонимание, все-таки находить другой уровень общения на предмет приглашения как сотрудников министерства, его руководства на площадку, парламентскую площадку и вести разъяснительную работу. У нас очень популярный правительственный час в рамках его министерства, как руководство министерства, так и сотрудники министерства имеют определенный деловой разговор с депутатами, и это все решается. Кроме того, отмечаем, что, собственно, этот законопроект и поправка об отмене дифференцированных тарифов по зонам суток, он был также поддержан всеми депутатами единогласно. Возражений в рассмотрении в мажилисе парламента каких-либо серьезных не было. Мы долгое время провели в обсуждении самого законопроекта и, собственно, и этой же статьи по отмене. Но как только это прозвучало отмене, она, безусловно, задела интересы многих людей, которые имели место быть использование этой дешевой электроэнергии для отопления своих домов. А каких домов? Достаточно крупных домов, там по 200 квадратов и выше. Но это тоже не очень также корреспондирует с той социальной, так сказать, равенство нашего общества. И поэтому хотелось бы, чтобы мы были услышаны. И самое главное, чтобы было справедливо. Если нам какие-то обвинительные заявления делаются, что они должны быть, так прямо скажем, за что мы ответственны. И безусловно, на этот депутатский запрос он к нам поступит. Мы должным образом будем отвечать. Бахытжан Мухаммедкалиевич, благодарим вас за ответ. Уважаемые журналисты, из выступлений наших спикеров сегодня мы видим, что в текущем году выработка электроэнергии выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с этим необходимо отметить, что нормы запаса на оставшуюся часть отопительного сезона соблюдаются в полной мере. Так, сегодня на топливных складах энергоисточников накоплено 3,5 миллионов тонн угля и 102 тысячи тонн мазута. В целом мы убедились, что текущий осенне-зимний период проходит в штатном режиме, и потребители во всех регионах страны обеспечены электрической и тепловой энергией. Уважаемые журналисты, мы благодарим вас за активное участие. Уважаемые гости, спасибо вам за предоставленную информацию. На этом мы заканчиваем нашу пресс-конференцию. До новых встреч на площадке СЦК. Спасибо. Спасибо большое. Уважаемые журналисты, есть ли еще вопросы? Один вопрос примем. Казахстанская правда, Александра Власова. Скажите, пожалуйста, какие были предприняты вами меры для успешного прохождения отопительного сезона в связи со штормовыми предупреждениями с резким похолоданием? Спасибо. На самом деле, смотрите, у нас сегодня в стране, по генерирующим источникам установлена мощность порядка 22 гигаватт, располагаемая порядка 17 гигаватт. 17 гигаватт. И пиковая нагрузка, это то, что необходимо нашим потребителям, сегодня достигла 14,7 гигаватт. Иными словами, разница между 17 и 14,7 это тот резерв, который сегодня нам дает устойчивую гарантию для прохождения зимнего периода. Но это в части генерации электрической энергии. В части генерации теплоэнергии и создания благоприятных условий прохождения зимнего периода, в коммунально-бытовом секторе, в зоне централизованного теплоснабжения, безусловно, наши станции должны готовиться свои тепловое оборудование для несения тепловых нагрузок. Тепловые нагрузки в целом по стране, они никогда не суммируются, потому что они зависимы от каждого региона в отдельности, и каждый регион сам знает на предмет общего объема теплогенерации, какой ему необходим. И эта задача ставится местным локальным станциям, называемые теплоэлектроцентрали, которые
основная задача которых генерация тепла и сопутствующая электроэнергия. Таким образом, вот эти ТЭЦы должны быть подготовлены на предмет несения тепловых нагрузок. И в зоне централизованного теплоснабжения везде, во всех регионах, у нас вот эти теплогенерирующие установки имеют также значительный резерв по отношению к тому пику тепловых нагрузок. Ну, если вы меня поняли, вот такой специфический текст. Но иными словами, у нас на каждом теплогенерирующем источнике, то есть ТЭЦах, сохраняется резерв по теплогенерации, обеспечивающий как резервирование в случае выбытия действующей обороны, так и в случае роста, вернее, опускания минимально критических температур. Если вы видите, в соседнем государстве Российской Федерации морозы еще крепче, до 88 градусов доходится на севере Якутии. Вот. Но, тем не менее, тут по столу постучать, проходим пока безболезненно. И дай Бог также нам выйти из этой ситуации, но только слаженно и вместе. И здесь как раз к населению надо обращаться, что на самом деле здесь не только от энергетиков зависит, но и от самого населения, врачительное использование тепловой энергии. Ну, что называется, уходя, гасите свет, закрывайте двери, подъезды и прочее, прочее. Эта вся работа должна проводиться с местными органами. Местные органы сегодня практически при низких температурах имеют круглосуточное дежурство. Вот. И есть сбои, мы повторяем, да, есть сбои, и не удовлетворяющие нас министерство в части поставки коммунально-бытового угля. И это серьезный диалог у нас в министерстве еще предстоит в следующую неделю с приглашением, значит, всех заинтересованных сторон для организации должной поставки и выравнивания, значит, углезаготовок, чтобы потребитель должен прийти на тупик и видеть, что у него есть уголь, а не так, что тупик работает с колес. Это нас не удовлетворяет. С колес это как? Вагоны пришел, быстро разобрали. А мы хотим, чтобы на складе лежало там, ну, скажем, до 100 тонн, и любой потребитель, которому нужно угля, он сегодня спокойно взял, принес и увез. Но есть у нас и другие вещи есть, что на тупике есть уголь, а отдельно взятые аулы, колхозы или совхозы, ну, колхоз-совхозов у нас сейчас нет, но населенные пункты, удаленные от железной дороги, к сожалению, не могут доставить такой объем угля для себя. Поэтому мы призываем акиматы, чтобы организовать необходимую транспортную логистику для доставки каждой бабушки по необходимому количеству угля. Спасибо большое. Тағы бір сұрақ бар екен. Астана телеарнасы Сұңғат Қуатұлына. Сіз жаңа жылу өндіруші компаниялар Қазтрансгазға 7 миллиард теңге қарыз деп айттыңыз бір сөзіңізде. Бұл жалпы республика бойынша көрсеткіш бар. Осы берешек мәселесін сәл таратып айтыңызшы. Тұтынушылардың қарызы қандай региондарда өткір тұрма? Ол енді тұтынушылар қарыз болады жылуға, сондықтан жылу газға қарыз болады. Солай ғой біздің түсінгеніміз. Осыны түсіндіріп кетіңізші. Жаңа мен басында айтқандай, жалпы бүгінгі күнгі осы энергия мекемелерінің, энергия өндіретін мекемелерінің қарызы Қазтрансгаз аймақ мекемесінің алдында 7 миллиардтың көлемінде деп айттым. Оны нақты айтсам, мысал ретінде МАЭК, Казатомпром, ол ірі газбен жұмыс істейтін станция болғандықтан 3,5 миллиардтай қарызы бар. Алматы теплокоммунэнерго 1,5 миллиардтай қарызы бар. Сосын Орал қаласындағы Жайық теплоэнерго деген мекемесі, олардың да 800 миллиондай қарызы бар, мына ірі қарызы бар. Сосын қалғандары 200-300 миллион қарызы бар, сондай мекемелер бар. Жаңа өзіңіз айтқандай, ол мекемелердің алдында тұтынушылардың қарызы бар, сондықтан жаңа осы разрыв бар. Бірақ бұл әр мекеме осы Қазтрансгаз аймақпен жеке осы қарыздарын жабу жөніндегі қосымша кестелері бар. Сол арқылы кейбір мекемелер әкімшілікке бағынатын мекемелер болғаннан кейін мемлекеттік, оған жергілікті атқарушы органдардың құзыретінде көмек көрсетіп жатқан жұмыстары бар. Ал жалпы жаңа сіздің сұрағыңыз бойынша жалпы қандай тұтынушылардың берешегі бар деп, бұл біраз біздің энергетика министрінің құзыретіне жатпайды да. Ол әріптестер жергілікті атқару органдарымен индустрия даму министрлігіндегі әріптестердің құзыретінде. Бірақ біз бірге жұмыс жасап жатқан мысал ретінде айтуға болады. Оңтүстік Қазақстан, Алматы қаласыларында 1,5-2 миллиардқа шейін қарызы бар деген ақпарат бар. Сондықтан жаңағы осы мекемелер Маңғыстауда МАЭК компаниясына тұтынушылар емес, Казазот мекемесі олардан
жаңа электрқуат, жылу алатын болғаннан олардың қарызы бар. Вот сол қарыздар бір-бірін көлемін алғанда бір-бірін жабады. Бірақ сол келісім шарттар бойынша осы жылу суы біткенше шейін бұл мәселе жабылады. Мысал ретінде енді ол бәріңіз естідіңіздер, осы алдыңғы күні Орал қаласындағы бір газотурбиналық бір станцияның осы Қазтрансгаз аймағы алдындағы 100 миллион берешегі болып, газды тоқтату мәселесін көтерді әріптестер, газмен тасымалдайтын әріптестер. Бірақ жаңағы станцияда, энергостанциясында, оларға тұтынушылардың берешегі 200 миллионнан астам болған. Сондықтан әкімшілікпен бірлесіп, осы мәселені шешіп, кеше бұл берешек жабылды да, газ тоқтатылған жоқ. Сондықтан қазір жұмыс тұрақты істелініп жатыр. Осындай әр мекеменің бір проблемасын жеке қарап шешіліп жатыр. Ақпарат осындай. Көп рахмет. Тағы сұрақ бар ма, құрметті әріптестер? Сұрақ жоқ болса, осымен баспасөз мәслихатымыздың жұмысын тамамдаймыз. Қатысқандарыңыз үшін көп рахмет. Құрметті қонақтар, ақпарат бөліскеніңіз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау